Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1971 году, в Казани открылся памятник знаменитому хирургу Александру Вишневскому. Выпускник Казанского медуниверситета руководил крупнейшей клиникой в СССР. На его счету более 100 научных трудов, местная анестезия, новокаиновая блокада и уникальная заживляющая мазь. Благодаря этой триаде медицинских разработок его имя известно во всем мире. 3 июля 1996 года президентом России во второй раз избран Борис Ельцин. Это единственные в истории страны президентские выборы, где для определения победителя потребовалось 2 тура. В Татарстане он набрал больше 50% голосов избирателей. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Сельхозкультуры, которые можно не только выращивать, но и тиражировать. Одним словом, вам есть чем гордиться достижениями аграриев. Поэтому поклон всем аграриям. Чем гостей удивил второй день поля, увидела Зарина Ахметова. Ура, Казань! Казань! Город трудовой доблести! Как столица республики боролась и теперь отмечает новое звание, выяснял Дмитрий Аренин. Они первыми сдают ЕГЭ 2020. Я в своих силах уверен, да, мне кажется, я напишу очень хорошо. С какими изменениями столкнутся выпускники, узнавала Юлия Муратова. Открываем Татарстан заново. Мы уже приняли несколько десятков человек, заявки идут. Чисто по-настоящему музей под открытым небом. Экспресс-тур по самым уникальным уголкам города у Натальи Мединой. Опыт республики по развитию сельского хозяйства планирует транслировать на другие регионы. Об этом сегодня заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он прилетел в Татарстан на открытие агропромышленной выставки «День поля-2020». Сегодня федеральные руководители президент Татарстана целый день ходили по полям выставки, отведали хлеб нового урожая и познакомились с передовыми разработками татарстанских аграриев. У кого Рустам Минниханов купил сразу 2 пакета хлеба и с какой просьбой к федеральному руководителю обратился глава Минсельхоза республики, узнала Зарина Ахметова. Мы вас от лица всей нашей фермы приглашаем на рыбалку. Куда это? Леногорский район. То, что без труда не вытащите рыбку из пруда, на своем примере сегодня показывает гостям молодой фермер Руслан Ефремов. В 21 год он выиграл грант «Агростартап», переехал из Казани в глубинку и создал форелевую ферму. Такая история Рустама Минниханова и Джамбулата Хатуова впечатлила. Молодцы. Сколько у вас год? Можем 100 тонн выращивать. На данный момент 12 тонн у нас. Ну, давай наращивайте. Данные технологии и в нашем объеме еще с выращиванием малька от икры мы единственные в республике. Со спельтой, это родственник полбы, и с фундуком. А история пекаря Прохора началась с дровяной печи. Пек хлеб свияжский. Все рецепты – плоды его фантазии и мастерства. Выпечка настолько понравилась гостям, что они унесли с собой несколько пакетов. Я хочу, чтобы ты взял себе, ты же поешь ратным. Сыры не хуже швейцарских. Новый вид козылыка из утки и даже установка для борьбы с борщевиком. На полях выставки чего только не увидишь. Это все совместные разработки татарстанских аграриев и ученых. То, что в этом году республика отмечает юбилей, сказалось и на выставке. Не только символика столетия ТССР, но даже особый вид пшеницы. Подарок татарстанских ученых. В планах запатентовать разработку и позже использовать в хлебопечении. Он пока новый, он первый у нас опять играет. Да, она испытание. Мы считаем, что наш потенциал роста – это кормовые центры. Они дают резкое увеличение. У нас вот есть опыт продкорпорации, по-моему, в Купмарском районе, сейчас вот Сабинский район. Выставка – яркий пример того, что республика и страна в целом успешно реализуют импортозамещение, считают участники. Татарстан сегодня открыт для сотрудничества. Это очень хорошая форма, когда мы имеем контакт с наукой, видим, какие есть новые возможности для нашего развития, когда мы имеем возможность пообщаться с нашими партнерами, найти новых партнеров. На этой площадке можно увидеть, как успешно, например, у нас работает программа «Агростартап». Но, как отмечает глава Минсельхоза республики Марат Зябаров, увеличение финансирования с федерального центра позволило бы еще сотни претендентов открыть свое хозяйство. На это Джамбулат Хатуов ответил. Я, конечно, при согласовании с министром не могу вот прямо сказать, мы решим, да, но я приму все для того, чтобы
дополнительные гранты из корректировки бюджета, которые будут проходить на поддержку фермеров, в первую очередь были в Татарстане. Сегодня республика продолжает наращивать объемы высококачественных семян. А вот в производстве молока по России Татарстан в лидерах, отмечает и благодарит федеральный руководитель. Впечатляет правильно продуманная политика руководства республики. Она направлена на поддержку всех хозяйствующих субъектов АПК. Мы будем еще детально анализировать все ваши сегодняшние успехи. Будем пропагандировать другие регионы Российской Федерации. Совсем передовым в области сельского хозяйства можно ознакомиться на полях Лаишевского района. Выставка будет открыта и завтра, в день праздника плуга. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Президент Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Росагролизинга Павлом Косовым. Встреча прошла сегодня в Доме правительства. Стороны рассмотрели возможности реализации льготных программ лизинга для сельхозпредприятий, поддержку фермеров и поставки оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Традиционно на дне поля в Татарстане представлены новейшие разработки в сфере сельского хозяйства. Этот год не исключение. На дне поля показали добавки как для скота, так и для зерна. Одна из них, компания «Мегамикс», увеличивает продуктивность усвоения кормов. Другая, представленная компанией «Шанс», защищает посевы от сорняков. Вот он, наш новый продукт. Это инновационная разработка, основанная на сухом яблочном жмихе. Это все о новой добавке в корм КРС «Мегабуст Румен». Она способствует оптимальному усвоению кормов, и ей нет аналогов на российском рынке. Такого рода продукты уже широко используются ведущими производителями мяса и молока по всему миру. Теперь, благодаря компании «Мегамикс», мировой опыт доступен и нашим фермерам. Увеличится потребление сухого вещества до 3 килограмм, 2,5-3 килограмма. Это для коров это много. Это, соответственно, увеличение продуктивности на 3-4 литра. В этом году компания начала сотрудничество с Атнинской лабораторией. Здесь проводят анализ объемистых кормов по лучшим мировым стандартам. Более 20 хозяйств в Татарстане уже пользуются услугами, которые лаборатория оказывает совместно с компанией «Мегамикс». Можно дать именно рекомендации, что нужно добавить или как нужно поменять рацион. Именно какие изменения нужно туда внести. В новой добавке продукты переработки яблока плюс уникальные компоненты. Именно они позволяют корове более эффективно использовать клетчатку корма, а значит и молока больше, и жирность выше. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Лаишевский район. В 2020 году группа компаний «Шанс» начинает сотрудничество с новейшим заводом по производству средств защиты растений и других агрохимических продуктов «Шанс Энтерпрайз», официальное открытие которого состоится осенью этого года в Липецкой области. Теперь препараты группы компаний «Шанс» будут производиться в России на самом современном европейском оборудовании с учетом высочайших мировых стандартов. В этом году на заводе «Шанс Энтерпрайз» уже были выпущены опытные партии препаратов для группы компании «Шанс». Средства защиты растений отечественного производства прошли испытания в 39 регионах Российской Федерации, в том числе и на полях хозяйств Республики Татарстан. Результаты опытов подтвердили высокую эффективность препаратов, которые по качеству не уступают оригинальным. В продуктовой линейке группы компании «Шанс» представлено 63 высококачественных препарата из всех групп пестицидов и 5 микроудобрений на основе морских водорослей. До конца 2020 года в планах компании увеличить ассортимент химических средств защиты растений до 80 позиций, а микроудобрений до 10. Сегодня Казань празднует присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Напомним, накануне на заседании Российского оргкомитета «Победа» Владимир Путин объявил список 20 городов, получивших этот статус, и подписал указ. Города трудовой доблести – это промышленные и научные центры страны, где во время Великой Отечественной войны ковали победу в тылу. Казань, а в ее лице и весь Татарстан сегодня принимает поздравления. Это звание – признание трудового подвига всех тыловиков. Казань! Город трудовой доблести! Ура! Так от Казанского авиационного завода сегодня стартовал флешмоб поздравлений от работников казанских предприятий. Казань! Город трудовой доблести! Мы гордимся тобой! В парке Петрова в поздравительное трио сегодня встали сотрудники порохового завода, Казань Оргсинтеза и РЖД. Наш город до войны в тылу трудился на благо нашей страны, на благо СССР, ковал победу как бы в тылу. Поздравления сегодня звучали во всех казанских автобусах, трамваях, троллейбусах и даже вагонах метро. Уважаемые пассажиры!
В результате общенародного голосования и решением президента России Владимира Путина наш город удостоен звания города трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны на военный лад были перестроены более 100 предприятий Казани, еще 70 эвакуированы из других регионов. Для фронта выпускали более 600 видов различной продукции. Также в Казани разместили 45 госпиталей. За трудовые подвиги 10 казанцев получили звание Герой соцтруда, и 43 тысячи работников удостоили звания Труженик тыла. Двигается, ворота открывают. У легендарного П-2 труженики, которые в годы войны собирали этот самолет на Казанском авиационном. Муршада Харасова на заводе проработала 40 лет. Каждый день 10-12 самолет открывается ворота и их выпускают. А тут уже закладывают другие. Иван Кузнецов на заводе проработал, внимание, аж 73 года. Начинал учеником слесаря, был начальником нескольких отделов. Я учился плотненько, но никто не грамотные люди. Никто меня не контролировал, а сам ленивый был. И стал учиться по заводу. Заучиться начал уже, стал кое-что понимать, надо разбираться. С инициативой о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести» в конце минувшего года выступил Владимир Путин. Заявки на право получить этот статус подали 28 городов. В Татарстане в поддержку этой инициативы высказались Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев, Герой Советского Союза Борис Кузнецов. На авиационных заводах города был выпущен каждый 6-й боевой самолет. Мэр Казани Ильсур Метшин тогда в Госсовете выступил со специальным докладом. Депутаты поддержали заявку Казани. В итоге за Казань свои голоса по всей стране отдали 2 миллиона 400 тысяч человек. Сегодня столица с полным правом принимает поздравления. Практически каждый казанец уже знает о новом статусе. Город заслуженно получает это название однозначно. Мы гордимся тем, что живем в Казани. Если на такой уровень мы поднялись, нам нельзя опускаться ниже. Очень рада, что Казань заслужила такое звание, потому что наши жители, наши бабушки, дедушки внесли большой вклад. Пусть в дальнейшем нас ждут еще больше награды, звания и победы. Олга, как говорит наш президент. По условиям конкурса теперь в Казани может быть установлен специальный монумент в честь тружеников тыла. Возможно, это будет нечто особенное, может быть, это будет какой-то барельеф там, из граффито, как это было раньше там, в советские времена. А может быть, это будет вообще триумфальная арка, которой в городе Казани еще никогда не было. Так, в год 75-летия Великой Победы Казань отмечает двойной праздник. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Владимир Путин сегодня подписал указ о опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Они вступают в силу уже завтра, 4 июля. И сегодня же Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в главный документ страны. От Татарстана в онлайн-встрече приняли участие председатель Госсовета Фарид Мухамедшин и заведующий кафедрой конституционного и административного права КФУ Евгений Султанов. Владимир Путин поблагодарил членов рабочей группы, отметив, что они не просто специалисты в своих сферах, а настоящие патриоты России и работали не просто профессионально, но и с душой. Следующей задачей после принятия и обнародования поправок президент назвал качественное развитие законодательной базы страны. Напомним, накануне Фарид Мухамедшин не исключил возможность корректировки республиканского законодательства. Владимир Путин обратился с просьбой продолжить совместную работу на основе внесенных в Конституцию поправок. Слова признательности хочу адресовать всем вам, членам рабочей группы. Уважаемые коллеги, друзья, вы работали не просто хорошо и профессионально. Вы делали это искренне, я это видел, как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата. И ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей. Продолжается выдвижение кандидатов на должность президента республики. Сегодня документы для выдвижения в Центр избирком Татарстана предоставил Владимир Сурчилов. Он выдвинут политической партией ЛДПР. Напомним, 29 июня документы на регистрацию подал Рустам Минниханов. 1 июля в ЦИКе получили документы от Альфреда Валиева. Он представляет партию «Коммунисты России». Также документы в Республиканский Центр избирком уже подал глава регионального отделения «Справедливой России» Альмир Михеев. От регионального отделения партии «Роста» Олег Коробченко. Все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов на должность президента Республики Татарстан, представили нам уже все документы для выдвижения. Всего их у нас 5 политических партий. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», это «Коммунисты России», партия «Роста». И сегодня представил последний кандидат – это ЛДПР.
Сегодня более 3000 татарстанских выпускников сдают первый ЕГЭ в этом году. Он проходит одновременно по 3 предметам – географии, информатике и литературе. Из-за пандемии волна экзаменов стартовала на месяц позже, чем в прошлом году. Однако в этом году ученики будут сдавать не все традиционные экзамены. Кроме того, шанс показать свои знания только один. С теми, кто столкнулся с ЕГЭ по-новому, пообщалась Юлия Муратова. Пойдемте по одному. Так, соблюдение дистанции с проверки температуры сегодня для выпускников начался единый госэкзамен. Однако, если на градуснике норма, то вот градус переживания у выпускников явно повышен. Так, информатику сегодня сдает и Дмитрий Мистриков. Хочет поступать на техническую специальность. Говорит, волнение держит под контролем. А подготовиться не помешала ни пандемия, ни длительный дистант по учебе. Это довольно-таки удобно, потому что все-таки много времени свободного. Ты можешь его сам распределять там. Дистанционные предметы все-таки были, хорошо все проводилось. Переживания, они у всех есть. Но, в принципе, я в своих силах уверен. Да, мне кажется, я напишу очень хорошо. Сегодня первый ЕГЭ в этом году сдают более 3000 татарстанцев. И не только по информатике, которую выбрали большая часть из сдающих сегодня, но и по географии и литературе. На экзамен у каждого 3 часа 55 минут. Телефоны традиционно запрещены, а вот маски и перчатки исключительно по желанию ученика. Учащиеся проходят через 2 входа. У нас есть, да? Чтобы не было столпотворения, не было. Инструктаж для организаторов вне аудитории и в аудитории проходит отдельно. Успехов вам. Не переживайте, все будет хорошо. Поддержал учеников перед важным испытанием и замминистра образования республики. Пообщался с учениками, проверил соблюдение правил и работу штаба. Вскрытие пакета экзаменационных материалов, распечатка – все под видеонаблюдением. В этом году как раз экзамен является, какие особенности? Они являются как вступительный экзамен в высшее учебное заведение. В этом году нет у нас экзамена по базовой математике. В этом году нужно сказать, что невозможно пересдать экзамены. Всего в Татарстане экзамены сдают 18 тысяч выпускников. Следующий ЕГЭ по русскому языку уже через 3 дня. Юлия Муратова, Равзель Гарипов, ТНВ, Казань. Верховный суд республики сегодня отменил оправдательный приговор по делу Сергея Кукушкина. Напомним, жителя Бугульмы обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной 1,5-годовалой дочери. Но в марте мужчина был оправдан и освобожден прямо в зале заседания. Изначально Сергей Кукушкин пояснил, что травмировал ребенка, когда неаккуратно менял подгузник, а также признался, что нанес травмы дочери после ссоры с женой. Тогда суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления. Однако, по мнению прокуратуры, подсудимый действовал с прямым умыслом, так как подобные специфические травмы невозможно нанести случайно. По информации ведомства, девочки вызвали скорую помощь, а врач-гинеколог обнаружил травмы, которые свидетельствуют о насилии. В итоге прокуратура с решением Бугульминского суда не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд Татарстана. Уголовное дело сегодня отправили на дополнительное рассмотрение. Дело будет рассматривать новый судейский состав. Суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, отменил приговор Бугульминского суда в связи с наличием процессуальных нарушений. Теперь это уголовное дело снова будет рассматриваться в Бугульминском суде, но уже другим судьей, то есть в ином составе. Оправдательный приговор Бугульминского суда по делу Сергея Кукушкина вызвал общественный резонанс по всей стране. Федеральные журналисты, звезды шоу-бизнеса, блогеры требуют восстановить справедливость. Было или не было, и если было, то что? Расследование журналистов программы «7 дней» в это воскресенье в 19:00. Почему Следственный комитет просит ареста главы общества инвалидов Татарстана? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Особое образование. Образование мне дало правильное воспитание. Сколько магистров сегодня выпустила Болгарская исламская академия, расскажет Рамиль Галиуллин. Открываем Татарстан заново. Прогулку на катере по реке Кама, отдых за городом в бревенчатых домах, рыбалку. Чисто по-настоящему музей под открытым небом. Экспресс-тур по самым уникальным уголкам города у Натальи Мединой. Первый в истории России выпуск магистров исламских наук сегодня прошел в Болгарской исламской академии. Дипломы получили 23 человека. До этого подобное образование студенты могли получить только за рубежом. Напомним, идею создания академии поддержал президент России Владимир Путин, подчеркнув, важно готовить достойную смену нашим духовным деятелям и готовить на основе нашего традиционного ислама. И вот спустя 3 года после открытия богословы с отечественным образованием отправляются в регионы России. Как это было, увидел Рамиль Галиуллин. Так
Итак, особенный день в Болгарской исламской академии начинается с молитвы. Сегодня здесь первый в истории выпуск магистров. Раньше специалистов такого уровня в нашей стране не готовили. Вместе с дипломом вручается знак магистра исламских наук. Позади трудная и кропотливая работа, признается Али Тазиев. За время учебы перечитал сотни богословских книг. Теперь написал и свою. Обучение мне дало в первую очередь большой опыт. Всю работу мы писали, моя диссертационная работа была написана на арабском языке. Были свои определенные нюансы, требования. Выпуск 2020 – это 23 человека. У 5 красные дипломы. Один из них – Мухаммад Шахрудинов. Приехал на учебу из Дагестана. В планах самому стать преподавателем. Узнав, что здесь я буду преподавать также и арабы, не видел необходимости уезжать куда-то в арабские страны. Посчитал, что есть возможность. Если есть возможность получать знания рядом, зачем отправляться куда-то? Теперь все они знатоки ислама. К этому дню студенты со всех уголков нашей страны шли долгие 3 года. Все занятия выпускников проходили вот за этими партами. Преподавали на 2 языках – русском и арабском. Здесь же для студентов огромное количество литературы. В этой библиотеке больше 20 тысяч книг. Вместе с дипломом вручается знак магистра исламских наук. Свой диплом сегодня получил и муфтий республики. Отмечает, теперь главная задача выпускников – укрепление основ традиционного ислама. Но это тоже не предел. У нас огромный пласт татарского богословского, вообще российского богословского наследия, который еще не изучен. Поэтому над этим нужно работать. Проблема подготовки кадров для этих храмов, для мечетей, она вышла на государственный уровень. Это не просто возрождение наших памятников, святых мест, это возрождение нашей жизни. Теперь, чтобы стать магистром или доктором шариатских наук, не надо уезжать учиться за границу. Это стало возможным благодаря появлению Болгарской исламской академии. Ее создание 3 года назад поддержал президент России Владимир Путин. Указ о создании был подписан Рустамом Миннихановым. Как тогда обозначил президент страны, важно создать отечественную исламскую богословскую школу. Сейчас выпускников ждут в регионах страны. Они должны поднять уровень религиозного образования. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Болгар. Что самое главное во взаимодействии Татарстана с исламским миром? Чего ждут в республике от совместной работы? Платформой этого важного взаимодействия является общественное объединение «Группа стратегического видения России «Исламский мир», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов. Самое главное – это 27 стран, которые представлены в нашей группе. Это 33 очень авторитетных, или это духовный лидер, это или экс-министр, или экс-премьер-министр. То есть форма участия очень такая, очень представительная. Я считаю, что это очень большая работа, которая на самом деле сближает Россию с исламским миром. О перспективах работы группы мы расскажем завтра на ТНВ в программе «Татарстан Тудэй. Открытый миру» в 21 час. Ее автор Дина Газалиева расскажет о том, что дипломаты называют мягкой силой. Удивить по-татарски. С помощью брендового маршрута «Татарстан. 1001 удовольствие» республика одной из первых возвращает туристов после долгих месяцев самоизоляции. Уикенд в провинциальных глубинках, семейные предложения и скидки – одно из направлений Чистополь. Всего в 140 километрах от Казани экскурсия в другую историческую эпоху. Чем за один день способен удивить туристов уездный город, расскажет Наталья Мезина. Прекрасная погода, конец рабочей недели, а душа так и просится за город. И как подсказывает время, сейчас лучший момент для путешествий. Кстати, даже чистопольские часы «Восток» побывали и под водой, и даже в космосе. Вот и мы с нашей съемочной группой решили посетить этот уездный городок. Казань-Чистополь, 140 километров позади и 2 часа дороги приводят к тихим улочкам с брусчаткой и домиком с резьбой. Провинциальная атмосфера в деталях в вековом музее. Автором обеих этих конструкций является простой крестьянский парень Николай Мельников. В 1902 году 20-летний мастер-каретник-самоучка буквально изобрел велосипед. Выглядел он так в виде большого колеса с вогнутыми спицами. Велосипед этот не имел ни руля, ни тормозов. Собрание в 60 тысяч экспонатов растет регулярно и пополняется жителями. А для желающих есть даже курсы по узорному ткачеству. Прибивает и
меняем положение бюро. Если вы в 5-й раз перечитываете роман «Доктора Живаго», то музей, квартира Бориса Пастернака для вас станет порталом в целую эпоху. Кроме комнаты самого писателя, где он, между прочим, переводил «Ромео и Джульетта», здесь сохранили и всю мебель, и даже личные вещи. Например, вот эти валенки и пальто писатель одевал на прогулке по Чистополю. Кстати, 30-летний музей стал первым мемориалом Пастернака в России. А в самом доме во время войны функционировал Союз советских писателей. Так, например, Василий Теркин, отдельно его главы, Твардовский писал в нашем Чистополе, в частности, главу, посвященную своей жене. Она называется «О любви». 140 объектов культурного наследия. Приятные воспоминания о сердце Татарстана вам завернут в сувенирные лавки. Покупают самые разнообразные сувениры, но одним из ходовых являются чистопольские пряники, которые изготовлены по рецепту купчихи Мельниковой. Программа «1001 удовольствие» уникальной программы, я считаю, особенно в такой сложный для всех период. Она у нас уже работает 2-й месяц. По этой программе мы уже приняли несколько десятков человек. Заявки идут. И на эти выходные есть желающие приехать в Чистополь. И Чистополь – это только единица из брендового маршрута «1001 удовольствие». По спецпредложениям и уникальным акциям путешественники могут открыть Камское устье, Свияжск, Великий Болгар и Елабугу. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Чистополь. Сабантуй-2020 татарстанцы завтра отпразднуют в онлайн-режиме, и все будет на нашем канале. С 8 утра и до самого вечера в эфире нашей телекомпании ожидается большой праздничный телемарафон. Это выступление звезд татарской эстрады, поздравления от известных людей и праздничное включение наших корреспондентов, которые окунут зрителя в атмосферу праздника. В течение дня телеканал ТНВ также покажет, как праздновали Сабантуй в минувшие годы, как в России, так и по всему миру. Какой же конкурс без розыгрышей? Завтра в эфире нашего канала можно будет побороться за барашка. Сегодня его уже привезли в телекомпанию. Смотрите трансляцию на телевидении, в соцсетях и принимайте участие в розыгрыше. На этом наш выпуск завершен. Я напомню, в 21:00 смотрите на нашем канале праздничный салют в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести». До встречи. Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево преимущественно без осадков и очень жарко, плюс 27. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге местами возможны дожди. Температура превысит 30-градусную отметку. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше жарко и без существенных осадков. Днем плюс 26-27 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси возможны небольшие осадки. Повышенный температурный фон сохранится до плюс 28. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температура станет еще выше. Плюс 31-32 градуса днем. Не исключены дожди в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Будет облачно, но жарко. Плюс 30. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295-4 и на сайте akbars-dom.ru. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-77-77. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани 205-59-17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» большой выбор медицинских услуг. Врачи, специалисты, УЗИ и анализы. До конца июля акция. Ночью скидка на МРТ 20%. Адрес Чистопольская, 5А. Запись по телефону 205-59-17. В Казани будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Ночью около 18 тепла. А днем температура повысится до 30 градусов выше 0. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. С
Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте.